Теперь о наших солдатах образца 2015 года. Глава Коми на этой неделе встретился с ними в воинской части в городе Острогожск Воронежской области. В учебном центре, где готовят младших специалистов автобронетанковой службы, сейчас более 70 ребят из Коми. Константин Куратов сообщит подробности. В год здесь выпускают около 3000 курсантов, рассказывает Вячеславу Гайзеру командир учебного центра автобронетанковой службы Сергей Приймак. Новобранцы проходят обучение 4 месяца, потом их распределяют по всем родам войск от пехоты до ВДВ. Везде, где используется техника – колесная или гусеничная. Военнослужащие тут становятся не просто водителями, а высококлассными специалистами по ремонту, эвакуированию машин и командирами таких отделений. Причем зачастую это определяет их карьеру и на гражданке. Много беседы с военнослужащими, которые остаются сержантами и в дальнейшем хотят, то есть кто-то продолжит службу по контракту именно по этой специальности, у кого-то уже появляются планы устраиваться в автосервисе, как уже начальником, не просто где-нибудь болты крутить, а уже начальником отделения, там каких-то лакокрасочных работ, ну это сейчас в цене. Вячеславу Гайзеру показывают обновленный автопарк, новые машины, более мощные и скоростные, при этом в 1,5 раза экономичнее по расходу топлива. А вот современные тренажеры, на которых начинается обучение вождению. По сути, все похоже на компьютерную игру, только управление, как в настоящей машине. Довольны курсанты и условиями проживания, и учебной программой. А еще казармы с хорошим ремонтом, новая сантехника и бытовое оборудование. Да и питание, говорят, отменное. Часть сама по себе хорошая, потому что бывает разговариваю по телефону, на симках, которые раздавали в военкомате, разговариваю. Некоторые бывают и хуже. Я так подумал. Так я вообще в идеальных условиях. Вячеслав Гайзер пообщался с военнослужащими лично и поинтересовался, как служится, на что услышал дружный ответ «Отлично». Затем рассказал о перспективах трудоустройства в родной республике, о поддержке молодых специалистов и начинающих бизнесменов. Угля добываем больше, леса перерабатываем больше, нефти добываем больше и перерабатываем больше. И у нас сегодня, если честно сказать, катастрофическая нехватка в кадрах в республике. И в первую очередь квалифицированных рабочих кадров. Поэтому, возвращаясь к вашей подготовке здесь, я хочу сказать, что те специальности, которые вы получаете, стоят, соответственно, квалификации, и с теми категориями, которые вы получаете, это то, что называется, с руками сегодня рвут наши работодатели. В первую очередь, это как раз нефтяники, газовики и угольщики. Сейчас только в крупных компаниях, работающих в Коми, вакансий 1600, сообщил губернатор. Солдаты рассказали о достижениях в службе и о планах после армии. В целом визитом в часть глава остался доволен. От каждого, года к году, от каждого посещения к посещению мы видим, на самом деле, как меняется все больше в лучшую сторону условия прохождения службы в армии, в том числе для наших земляков. Это, конечно, радует. Это говорит о том, что все вопросы связаны с модернизацией армии, с модернизацией самой службы. Это не на словах, а на деле факт. В то же время армия никогда не будет пионерлагерем, отметил Гайзер. Служба есть служба. Главное, чтобы проходила она в рамках устава и законов. А с трудностями, конечно, встречаются все. Ранний подъем, дисциплина, учеба, подчинение командирам, наряды, да и просто жизнь в строгом и чисто мужском коллективе. Вспоминая гражданку, солдаты говорят, то, что раньше считали проблемами, сейчас кажется пылью и мечтают, казалось бы, о мелочах. Начну ценить все, что у меня есть. Что я раньше не ценил, сейчас я буду ценить действительно. Даже спокойно выйти и постоять, допустим, на улице или прогуляться. Раньше не гулял пешком, только на машине. Сейчас бы пошел гулять. Наряду с главой в год патриотизма в регионе подставить плечо новобранцам решили и другие представительные мужчины из Коми. Председатель регионального парламента Игорь Ковзель на этой неделе выступил с инициативой. Он предложил создать комитет отцов и братьев, который будет отслеживать судьбу наших ребят в воинских частях и помогать им справляться с тяготами службы. Конечно, ситуацию уже несколько лет на личном контроле держит глава Коми, делегаты от региона регулярно посещают части, но их усилиями весь объем не охватить. Посмотрел, как у нас в Российской Федерации работает. Посмотрел, что у нас есть такие, конечно, знаете, солдатские матери, различные общественные организации. Но мне показалось, что если это будет такой комитет солдатских отцов, может быть, братьев,
но такая мужская часть населения вот наша возьмет это в свои руки, может быть, это без эмоций будет более конструктивно работа над этим вестись, потому что здесь очень важно не впадать в какие-то истерики, если что-то случается, эмоции, а четко, совершенно спокойно разбираться в том же, что случилось, как исправить эту ситуацию. На первую рабочую встречу спикер пригласил тех, кто уже поддержал эту идею. Среди них руководители и представители республиканского военкомата, ведомств, кадетских школ и общественники. Как отметили представители новоиспеченного комитета, даже психологически призывникам проще обратиться за советом к отцу или старшему брату. Председатель Центра патриотического воспитания «Звезда» Андрей Кичигин поддержал идею, указав, что с армией нужно и можно сотрудничать. Армия – это самое открытое общество, честно вам скажу. Любой, кто такой подходишь, поверьте мне, сразу заместитель по воспитательной части, все покажет, все это, и действительно сегодня скрывать нечего. Когда молодой человек знает, куда и зачем идет, и даже есть предпочтение по роду войск и специальности, ему гораздо проще, говорит военком республики Дмитрий Федин. А ведь большинство ребят приходят в военкоматы по принципу «вот я и делайте, что хотите». Это должен быть осознанный шаг, и в этом тоже активность комитета отцов и братьев не будет лишней. Координировано не только прохождение службы, но и правильно, как вы сказали, перед службой посмотреть, может кого-то характеризовать, чтобы он пошел именно в эту воинскую часть служить, или может быть подготовить его дополнительно. Ну, целесообразно, и психоэмоциональная составляющая у призывников гораздо лучше будет. К осеннему призыву новый орган разработает специальную памятку. Поддержали собравшиеся и проект «Лучший призывник». Муниципалитеты выберут лучших среди своих новобранцев и отправят на республиканский конкурс. В полевых условиях их испытают на физическую, медицинскую, стрелковую и даже политическую подготовку. Константин Куратов, Николай Богданов и Вячеслав Беспалов о промежуточных итогах Года патриотизма в республике.